Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир, и вместе с вами этот летний эфир ведет самый летний ведущий Виталий Тирон. Сегодня у нас будет, как бы это не резало мне слух, я думаю, и вам, очень молодежный эфир. Ну, а какой молодежный эфир может пройти без тусовки, ну или хотя бы фестиваля? Я так тоже думаю, что никакой. Поэтому у нас сегодня в гостях организаторы фестиваля красок Холи 2017. Это Гуляева Евдокия и Лыткина Дина. Здравствуйте. Этот фестиваль проводится уже не в первый раз в нашем городе, да? Да, в первый раз мы проводили в 2015 году на площади Орджоникидзе. Расскажите подробнее про фестиваль, потому что, хоть несмотря на то, что он 2 года подряд уже проходил, может быть, некоторые не были еще на этом фестивале, ну, хотят пойти, но не знают, что там произойдет вообще. Ну, в смысле программу, да? Да. В программе будет у нас выступать Сасу Стар, Киджах. И будут выступать Лерия Валерия, и это студия «Танца Завод». Вот, это музыкальный фестиваль, да? То есть это будет какая-то дискотека? Да, музыкальный фестиваль. И диджей у вас тогда кто? Хич, ну, Уран. Хич, ну, Уран, хорошо. Не последнюю роль в этом фестивале играют как раз-таки краски Холи, потому что название красок Холи, это фестиваль. Расскажите про краски, может, покажите их, мы с собой взяли даже. Краски, они как бы безопасные. Подождите, пока не будем про свойства. Зачем нужны краски? Какую роль они будут играть в фестивале? Вообще, ну, идея этого мероприятия – это когда бросаешься цветными красками, как бы получаешь бодрость, позитив, радость, ну, вот так. В смысле, вот, когда люди бросают краску, это как-то их зажигает больше? Да. Ага. А во сколько начнется фестиваль? Это будет дневная вечеринка, по-моему. Это начало, получается, ну, продажа красок начнется в 16, а начало программы это в 5 часов. Хорошо. Можно про краски? Потому что я знаю, что многие спрашивают, отстирывается легко такая краска, или, может быть, кидается будет еще в глаза, в рот попадет. Да, это вечный вопрос. Краски, они с легкостью стираются. А состав, получается, состоит из рисовой муки и пищевых красителей. То есть теоретически можно даже их скушать, да, немножко? Это или нежелательно? Ну, нежелательно. Хорошо, а если в глаз попадет? Для безопасности нужно носить очки. Какие, солнцезащитные? Не обязательно, конечно, но ничего такого страшного не случится. А водная битва во время фестиваля практикуется? Будет у вас или нет? Когда мы в 2015 году организовали, как бы там был фонтан, и сами ребята как бы устраивали водную битву. Сами с собой, Сами, да? И отмываться тоже фонтан. Как бы в программе такого не было, но ребята как сами. Хорошо, как быстро тестируется эта краска? Вы гарантируете, что она отойдет спокойно просто в горячей воде, да? Или в холодной? Нет, лучше стирать в холодной воде. В холодной воде. Хорошо. Можно тогда запачкать немножко? Я взял специально с собой футболку и хочу, может, попросить вас подержать. Так, можете открыть один пакетик и давайте запачкаем мою футболку. Сюда положу. Шиворот на выворот футболка. Так, все, сделал обратно. Давайте пачкаем ее. Так, смотрите, добротно будем пачкать. Так, хорошо, другого цвета еще можно. Знаете, кстати, она так красивее выглядит. Можно так и оставить ее. Так, хорошо. Так, хорошо, давайте, телезрители, я вам покажу, как это все выглядит. Вот, мы хорошенько ее запачкали. Я думаю, что ваши футболки или в чем вы придете, будет выглядеть, может быть, даже так, может, даже хуже. Поэтому я еще так протру ее. И сейчас мы замочим эту футболку в холодной, кстати, воде, но с добавлением небольшого количества порошка. И в конце эфира посмотрим, насколько хорошо эта краска отстирается. Хотел спросить, как вам, вы, получается, какое-то разрешение, наверное, да, у города просили для проведения этого фестиваля. Можете рассказать про это? Мы брали разрешение у окружной администрации. Получается, мы писали заявление и еще тестировали краски, рассказывали то, что они безопасные. И вот потом нам дали разрешение. То есть там никого разгонять не будут, да, во время фестиваля? Все согласовано, санкционировано? Да, ага. Ну хорошо, мы вернемся к вам еще в конце эфира и проверим, насколько эта краска действительно хорошо ли она отстирывает. Тем более, что я немножко сам запачкался уже. Спасибо. Итак, дорогие телезрители, помимо фестиваля у нас еще есть одна очень серьезная тема, но все равно она остается молодежной. Это одно из главных событий года молодежи республики. Это пройдет молодежный образовательный форум «Синергия Севера-2017».
Он пройдет в этом году 26 по 30 июля 2017 года. Во время форума будет 7 направлений. Это коучи, тренера российского и мирового уровня. И это будет для вас возможность проявить себя. И более подробно нам расскажет об этом в форуме. Ну, вообще, кто будет проводить занятия во время форума. Итак, Иванова, встречайте. Иванова Ирина, это заместитель руководителя отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики Министерства по делам молодежи и и семейной политики. Немножко оговорился. Так, расскажите, пожалуйста, про форум подробнее. Может, чуть-чуть погромче? Образовательный форум «Синергия Севера», он проводится в этом году второй раз. «Синергия Севера» пришло на смену форума «Саха-Селигер», он у нас проводился с 2012 года. А Саха-Селигер, вот все наши телезрители, я уверен, знают, он же не проводится, да? Он уже не проводится, потому что большой «Селигер», который проводился в Тверской области, ну, уже всероссийский, да, он тоже не проводится, и вместо него есть отдельные другие форумы. Ну, у нас есть да, «Синергия да. Севера», мы не переживаем. Поэтому в прошлом году мы переименовали на «Синергию Севера». Ну и, соответственно, ежегодно у нас направления меняются. В этом году у нас 7 направлений. Это руководители молодежных общественных объединений, я инженер, рабочая молодежь, экология Арктики, так как год экологии в Российской Федерации, IT-синергия и молодежное предпринимательство. И также школа волонтера. Школа волонтеров. Чем будут заниматься ребята? И сколько вообще вы ожидаете посетителей Ну, форума? сам форум, еще раз напомню, то, что он пройдет с 26 по 30 июля в местности Артудойду Хангаласского улуса. И на форум мы примерно ожидаем, у нас есть определенная квота, 360 участников. На сегодняшний день у нас более 500 заявок, поэтому у нас будет очень жесткий Так, отбор. вы еще и отбирать, получается, будете, да? Да. А как будет выбирать, кто пойдет, а кто нет? У нас есть форма анкеты, где они указывают свои проекты. То есть большой плюс у участника, если у него есть уже свой проект. Да? Свой проект, свой опыт, Да. чтобы У наглядно. нас во время проведения форума проводится конкурс грантов. По 7 направлениям это разыгрывается 25 грантов, и суммы разные, начиная от 50 до 100 тысяч, то есть на реализацию своего проекта. Я думаю, как раз-таки подробнее о направлениях проектов, какие проекты принимаются, нам расскажут руководители этих направлений. И начнем мы, пожалуй, с направления IT Synergy. Представляем руководителя этого направления Егорова Вячеслава Сославовича. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про направление IT Synergy. Сколько у вас примерно ожидается участников и с какими проектами они должны подойти? Ну, ожидается у нас 50 участников, это примерно 13 команд. Нет, подождите, почему 13? 16 команд, да? Почему мы решили вот именно команды, да, принимать? То есть у нас будет строгий отбор, обязательно наличие прототипа, то есть проект уже должен, как сказать, работающий. И наличие обязательно хорошей команды, которая будет способна продвигать свой проект на глобальные рынки. IT Synergy это уже постоянная тема, да? Не в первый раз, наверное. Это в первый раз Это в этом в первый году? раз. Первый раз. У нас ежегодно направления меняются, дополняются или меняются. Допустим, в прошлом году, если был год кино в Российской Федерации, у нас было направление «Мир кино». В этом году год экологии, соответственно, у нас экология Арктики. Понятно. И чему ребята научатся? Потому что это же не только про гранты фестиваля, это про обучение, наверное. Научатся не только разрабатывать, так скажем, технологически сложные проекты, да, но и научатся их продавать. У многих здесь местных ребят, местных команд, да, нет опыта в этом. В продажах. Да, в продажах. То есть и в поисках инвестиций. И То есть, кто будет обучать таким? Мы пригласили федеральных экспертов в этой области, да, вот партнеры с Южного IT-парка, да, из венчурных фондов, которые придут, и это предприниматели практики, айтишники, да, которые уже на исходя из своего опыта покажут методологию Customer Development. Есть такой Александр Коновалов, он как раз занимается, так скажем, образовательными проектами. То есть Customer Development это тоже образовательный проект, по идее, да? То есть у него в этом уже есть опыт, и это методология, которая позволяет именно обращаться к своим клиентам. Нужен ли им этот, допустим, да, какая-то сервис, либо там, не знаю, либо игра, да? То есть эти проекты это же широкий такой, да, сфера. Робототехника, там, умные вещи, там, да, игры, сайты, софты какие-нибудь и так далее, да? В общем, это не только про программирование, это еще и
более, может быть, сложные. Да, у нас, смотрите, почему мы так решили, потому что у нас по программированию мероприятий проводится достаточно много за год, да, допустим, такие мероприятия, как хакатон, да, конкурс «Моя профессия IT», да, мы решили перейти как-то уже на другой этап, где уже ребятам необходимо научиться уже, как скажем, продавать. Понятно. Хорошо, большое спасибо. Давайте перейдем к следующему направлению. Это направление школы волонтеров, и представляет это направление заместитель руководителя Кривошапкин Аял. Здравствуйте. Здравствуйте. В этом году наша школа будет разделена на две направления. Это подготовка волонтеров Всероссийского слета студенческих отрядов, который пройдет в октябре этого года в нашем городе, и подготовка волонтеров социального волонтерства. Да? И у нас будут два эксперта. Один эксперт – это Анна Лепик, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», который будет именно заниматься с волонтерами по социальному волонтерству и будет готовить волонтеров, ну то есть как вообще в муниципальных образованиях проводить продвигать волонтерское движение, обучать волонтеров, как именно с ними работать вместе, как в своих муниципальных образованиях проводить, ну вообще создавать волонтерское движение. А какие, ну, то есть у вас же тоже направление гранты есть, да? Да. Как можно получить грант по вот вашему направлению? По нашему Какие направлению проекты должны? социальные, каждый участник должен продумать, получается, свой проект, который связан с социальным волонтерством. Это, например, помощь пожилым людям, больным детям, там, возможно, экологические какие-то проекты, да. Все это основано, именно по добровольчеству, который помощь социальная должна быть именно. Понял. И направление это тоже в первый раз, да? Направление Уже четвертый раз ранее получается. было, но в этом году в рамках, у нас в этом году год молодежи в республике. И впервые в этом году пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов нашей республики. И в рамках этого, в рамках подготовки волонтеров мы как раз-таки вот данное направление как бы включили в наш Хорошо. форум. Так, перейдем к следующему направлению. Большое спасибо. Так, следующее направление у нас рабочая молодежь. Это представитель направления Бурцева Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про направление свое. Рабочая молодежь работает уже второй год. Второй То есть, год. да, в прошлом году мы тоже хорошо отработали. В этом году рабочая площадка тоже будет работать. Набираем мы в команду 50 человек. Количество заявок много. Это одна команда или имеете в виду То все, есть во все направление? наше направление, да, наше направление рабочей молодежи будет набирать 50 человек. Отбор идет хороший. Ребят, желающих и мотивированных много. Мы с ними сейчас уже созваниваемся и включаем в группу. У вас также есть гранты, наверное, но об этих грантах мы узнаем только после рекламы, дорогие телезрители. Через 2 минуты мы вернемся. Дорогие телезрители, летний эфир вновь в эфире. Ирина, мы продолжаем с вами беседу. Вы рассказали вкратце вообще о направлении. Скажите про гранты. Как можно участвовать в получении грантов по вашему направлению? В нашем направлении будет 3 гранта. Это 100, 100 и 50 тысяч. В прошлом году у нас грантовые работы тоже очень хорошо велись. Первое место у нас заняла Яна Москвитина. Работает она инженером. И она сделала проект видеоролики, то есть социальные видеоролики и конкретно рекламирующие рабочие профессии. Интересно. Она до сих пор занимается этим? Да, она все это отработала, и сейчас эти видеоролики у нас уже крутятся. 4 видеоролика было сделано, и их можно найти на канале YouTube или же в интернет-сайтах. А в этом... Это не только же видеоролики, да? Какие направления могут, вернее, проекты могут быть по вашему направлению? Проекты в основном тоже касающиеся социальные, более общественные. То есть конкретно работающая молодежь, они должны вот именно на развитие нашей республики. Популяризация, да, как бы, да? популяризация нашей республики, во-первых, и также вот конкретно по рабочим Это может быть специальностям. как фестиваль, там то же самое, Да. да? Ролик какой-то. Однодневные мероприятия. Однодневные Это могут быть также видеоролики, какие-то сельскохозяйственные отрасли. То есть у нас сейчас уже есть такие очень замечательные проекты, не буду раскрывать темы, но в основном они направлены на сельскохозяйство. Я думаю,
потом вот где-то через уже в августе мы пригласим опять, ну, если не вас, то, по крайней мере, победителей этих проектов. Это будет интересно. Большое спасибо. Будем ждать, кстати, победителей вашего направления. Итак, мы переходим к нашему следующему направлению. И направление это называется «Экология Арктики». И с нами сегодня руководитель этого направления, извиняюсь за тавтологию, Андреев Михаил. День добрый. Добрый день. Ну, как ранее сказала Ирина, в рамках года экологии в этом году это направление экология Арктики это новое. Ну, главной целью у нас вовлечение молодежи по проблемам экологии и сохранения окружающей среды. Ну, будем утвердили в этом году 2 гранта по сумме 100 тысяч. Заявку поступают. В настоящее время поступило примерно более 50 заявок. Потом еще будет отбор и далее будем работать. По экспертам я могу сказать, мы пригласили из Ханты-Мансийского округа Игоря Кравцова, очень хорошая аналитика, и из Санкт-Петербурга Наталью Резину, тоже эколог по профессии. Мы будем работать. У вас также проекты, которые связаны с экологией Да, краски, да. да? А вы сказали, что заявки еще принимаются, да, на участие в «Синергии Севера»? Да, у нас была закрыта регистрация, но в связи с тем, что желающих много, и мы хотим сделать большой конкурс, мы продлили до следующей недели. Даже несмотря на то, что всего вы принимаете 360. 360, а заявок уже более 500, Да. вы все равно продолжаете набирать Мы заявки, хотим, чтобы конкурс пока- как раз таки был, да, чтобы большой конкурс уровень по всем. участников повысить, получается. Да, конечно. Зрители, участвуйте, у вас есть шанс получить грант и, возможно, осуществить свою мечту или помочь нашей республике в разных делах, таких, допустим, как защита экологии. Да. Ну, там проекты будут в основном, ну, так как Ирина, социальные, там, ну, по экологии в основном будут разные. Хорошо, большое спасибо. Итак, переходим к следующему направлению, и называется это направление «Я инженер», и руководитель этого направления, как вы, наверное, уже догадались, сегодня вместе с нами, это Турантаев Аркадий. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, извиняюсь, я так, запутался сам. Ага. Я инженер. У нас тоже, вот, как и в остальных направлениях, будет 60 участников. У всех примерно 50-60 участников Да. для каждого направления. У так? нас в нашем направлении сейчас, наверное, легче набрать участников в том плане, что Инженеров больше? инженеров, да, у нас больше. И у нас в рамках форума проходит 3-й этап, 2-й этап дальневосточного конкурса «Я инженер» на призы Вячеслава Штурова. Мгм. Вот. И участники, которые прошли 1-й этап, также приходят на наш форум. И дополнительно к ним еще набрали уже ребят, которые с проектами придут на наше А направление. какие проекты? Допустим, вот видеоролики есть, да, по программированию какие-то IT-проекты, по инженерии, это что, По какую-то свою инженерии машину у нас нужно? 2 категории участников. Это ребята-студенты технических институтов, Мгм. вузов и работающая молодежь. Ага. Вот по ним, именно по инженерным специальностям, у нас такие проекты вот набрались. Понял, большое спасибо. Итак, мы переходим к нашему последнему направлению в рамках «Синергии Севера», и руководитель, который представляет проект «Молодежное предпринимательство» у нас сегодня здесь, это Иннокентьев Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Можете рассказать про направление? Здравствуйте. Наше направление в первую очередь оно направлено на популяризацию профессии предпринимателя. Профессии, призвание. Призвания, профессии, образа жизни, это можно по-разному говорить и очень долго. Вот. Но мы ищем молодых предпринимателей, мы привлекаем новые идеи, людей, схожих, близких к нам по духу. Мгм. Вот. Какие проекты? То есть со своим бизнесом уже ребята должны подойти или с идеями? Сейчас вот расскажу, дойду до этого. Наша квота это 50 человек. Мы ищем, да, желательно, чтобы люди приходили уже с готовыми проектами. Почему? Потому что будет обширная образовательная программа, которая поможет им грамотно упаковать проект. А самое главное, будут крупные предприниматели, бизнесмены республики, извне республики. Будут у нас круглые столы. Это люди, которые ищут новые идеи для себя. Это новые инвесторы. То есть участник, который приходит к нам с проектом, он может этот проект в дальнейшем уже двигать, зарабатывать на нем деньги. Мы ищем проекты, не обязательно они должны быть социальными и так далее. Мы предприниматели. Главное коммерциализация и извлечение прибыли.
Вот. Главная цель — проект должен получать прибыль, да? Конечно. Или для популяризации такой проекты могут участвовать у вас? Проекты, Предпринимательской которые деятельности. популяризация, это пиар, маркетинг, продвижение, это тоже деньги. Это важный момент. Я понял. Да. Во-вторых, мы все-таки поддерживаем политику нашей республики, это продвижение местного производства. Вот. То есть, конечно, производство у нас будет в приоритете, и проекты, которые будут в будущем наиболее рентабельными. Понял. Большое спасибо. Интересно очень было. Я думаю, что начиная именно с вашего направления, у нас новые, может быть, какие-то... Можно дополнить, да, еще? предприниматели. Слушаю вас. Так, отличительная особенность этого года, то, что в рамках «Синергии Севера» будет проходить региональный этап федеральной программы «Ты предприниматель». То есть помимо 5 грантов, которые выделяет республика на развитие или на создание своего бизнеса, не обязательно быть предпринимателем и не обязательно быть, скажем так, это вот тоже надо отметить. Идеи можно родить на месте. Это раз. Вот. «Ты предприниматель» приходят уже конкретно субъекты малого среднего бизнеса, участвуют в нашем конкурсе. Победители 5 человек поедут в Москву. И там смогут уже на очень уважаемой, на очень авторитетной площадке уже выступить, продвинуть свои проекты и побороться за серьезные награды. Понятно. Большое спасибо. Не за что. Итак, у нас сегодня было объявлено о том, что очень много грантов будет, о том, как в этих грантах участвовать, как подготовить проект для того, чтобы у вас было больше шансов, дорогие участники как раз-таки «Синергии Севера». Вам, может быть, будет сейчас интересно послушать Сивцева Семена, это консультант по маркетингу, также очень опытный человек в рамках как раз-таки грантов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, допустим, 10 советов по маркетинговому для участников для получения грантов. Как получить грант, да? Да. 10 советов. Во-первых, нужно создать проект, который ты сам самостоятельно веришь, в который ты хочешь, чтобы он продвигался. Второе, нужно посчитать как можно больше цифр. Чем больше цифр и фактов ты знаешь про свой проект, тем больше вероятность того, что люди смогут... Почитать и предоставить, да, эти цифры? Ну, это третий момент, получается, да. Красиво эти цифры и факты предоставить в выгодном цвете. Потому что, как мы обсуждали перед эфиром, получается, инвесторы, они такие, знаете, люди прагматичные. Какой бы ни была классная цель, получается, да, им главное, чтобы это приносило деньги. Ну, или недельки должно, допустим, есть направление, которое не... Ну, результат какой-то. Результат какой-то. Да, результат должен быть какой-то конкретный. Ну, если это говорим про предпринимательство, это деньги, если это... Просто защиту экологии, то это защита экологии. Ну, защита экологии, например, выросшие деревья там, или очищенный там воздух и так далее. Сколько штук деревьев сможете вырастить? Да, конкретно. Если ты можешь это сказать, что ты хочешь сделать, как ты это будешь делать, зачем тебе это нужно, да, к какому сроку. Ну, посмотрю, если расположишь свою задачу, свой проект, Так, сделать, хорошо. то это будет уже половина дела. Дальше очень важно, получается, учитывать, кто будет в жюри. Потому что каким бы классным ни был проект, да, в жюри обязательно люди, они имеют субъективное мнение. Тут И нужно посмотреть, чем человек занимается, какие вопросы он изучает, какие вопросы задает. Да, на что он обращает внимание, да, вот какие слова использовать, какие не использовать, допустим, да. Вот, иногда я смотрю проекты, вот иногда меня АИЦ приглашают, да, проекты показывают, ребят, очень классный проект. Но они говорят на научном языке, я половину не понимаю. И, как бы я не считаю себя суперумным человеком. Ругаются терминами. Ругаются терминами, да. Вот, там, и непонятно. В общем, разговаривать нужно, проекты нужно предоставлять простыми словами. Да, чтобы было понятно любому человеку. То есть тут два критерия есть. Либо чтобы было понятно твоей бабушке, либо 5-летнему ребенку. Тогда в этом случае, вот если ты посчитал цифры, веришь в этот проект, можешь все сделать, получается, да, можешь объяснить 5-летнему ребенку, у тебя проект 100% хороший. Дорогие телезрители, надеюсь, вы записали все эти правила, если, конечно, вы планируете участвовать в «Синергии Севера». Ну, я думаю, время дошло до нашей футболки, и проверим, насколько она смогла избавиться от этих красок. Итак, сейчас я сильно не мыл ее, честно говорю. Вот, допустим, вот задняя сторона и вот передняя сторона. Все чисто. Так что я теперь вам верю, что моя рубашка, хотя несмотря на то, что она немножко запачкалась, тоже отстирается, я в этом надеюсь. И, дорогие телезрители, мы также объявляем о розыгрыше 2 пакетиков с краской Холли. Для участия вам нужно подписаться на Instagram Тирон Вид, сейчас, может быть, на экране появится, и там будет под последней фотографией условия конкурса. Наш эфир подходит к концу. Большое спасибо за то, что вы смотрели нас, за то, что были с нами. Вам, дорогие гости, большое спасибо за то, что вы рассказали, поделились очень интересной информацией. Девушки, наверное, встретимся с вами на фестивале, правильно?
Что у вас? Что будете делать? Кидать будете? Точно? Ладно, давайте. Дорогие телезрители, увидимся с вами завтра в это же самое время.